Сомкнут щиты, мечом ударят. Битва нартов в Ингушетии, зрелищные поединки и неподдельные эмоции болельщиков. В Центре культурного развития состоялись парламентские слушания по формированию бюджета на 2018 год. Поэтапное возведение стратегических объектов. О реализации федерально-целевой программы расскажем в выпуске. Под слабым напряжением живут во втором микрорайоне Карабулака. Откликнуться на жалобы решили журналисты. Выбран лучший почтальон селения Зязиков-Юрт. Им стала Радимхан Албакова. Здравствуйте, мы прерываемся на новости, ну а к прямой трансляции боев вернемся в 20:30. Итак, битва нартов в Ингушетии собрала во Дворце спорта лучших спортсменов мира. Бойцовского вечера М1 челлендж ждали с нетерпением. Атмосфера в зале по-настоящему захватывающая. Каждый пришел посмотреть и, конечно, поболеть за своих фаворитов. Ну а самые лучшие моменты в репортаже Зелимхана Калоева. 20 лучших бойцов из 11 стран. Бойцовский вечер М1 челлендж открывает Дмитрий Орлов из Украины и наш земляк Селим Евлоев. Команда рефери сразу разменные удары оппонентов. И, похоже, ингушского бойца такой расклад явно не устраивает. Селиму Евлоеву хватило несколько секунд, чтобы обернуть ситуацию в рейдже в свою пользу. Открыв серию ударов по сопернику, он не оставил противнику никаких возможностей на ответное наступление. Досрочная победа на 4-й минуте. Россия! В следующей схватке встретились Юрий Чабука из Украины и Ахматхан Боков, Ингушетия. Первый удар за Ахматханом, после чего активность начал проявлять уже Чабука. Украинский боец быстро перевел бой в партер и заканчивает схватку удушающим приемом. Юрий Чабука! Следующими на рейдж выходит Сосон Низарадзе, Грузия, и Адам Гагиев, Ингушетия. Ингушский боец начинает схватку с желтой карточкой из-за несоответствия весовой категории и громогласной поддержкой зала. Публика не утихает ни на минуту. «Победа любой ценой!» — кричат Адаму с трибун. Но противник из Грузии оказался серьезным соперником и сразу удерживает противника в партере, не давая ему никаких возможностей выйти из этого положения. Таков итог первого раунда. На втором поначалу казалось силы равны, но опыта грузинскому бойцу не занимать. Пожалуй, этот бой для наших земляков оказался самым тяжелым. Все 3 раунда прошли в вязкой тяжелой борьбе в партере. Победа за грузинским спортсменом. Свои бойцовские навыки на турнире продемонстрировали спортсмены из США, Финляндии, Канады, Бразилии и не только. В зале собралось почти 5000 зрителей. Почетными гостями состязаний стали известные тренеры и прославленные спортсмены из северокавказских республик. Зелимхан Калоев, Новости 24. Ну, впереди вас ждут самые интересные моменты и самые интересные бои. Напоминаю, прямая трансляция в 20:30, не пропустите. Ну а сейчас новости. Объем доходов региона в 2018 году, согласно новому проекту бюджета, должен составить 19 миллиардов 204 миллиона рублей. Расходная часть прогнозируется на уровне 19 миллиардов 616 миллионов. Публичные слушания по проекту республиканского бюджета на 2018 и плановые периоды 2019-2020 годов прошли в Магасе. В мероприятии помимо депутатского корпуса приняли участие и глава региона, главный федеральный инспектор по республике Рашид Ашноков и руководители всех региональных министерств и ведомств. Открывая публичные слушания, Юнусбек Евкуров в первую очередь подчеркнул значимость встречи и открытости финансовой деятельности республики. С докладом по проекту закона Ингушетии о республиканском бюджете выступили министры финансов и экономического развития, которые отметили характеристики бюджета на 2018 год с учетом доходов, расходов и дефицита, а также о налоговых и неналоговых доходах региона. Нашей целью является привлечь широкую общественность к обсуждению основных параметров бюджета, в том числе наполняемость доходной части, обеспечение финансовыми средствами всех установленных расходных обязательств республики, межбюджетные отношения с федеральными и местными органами власти. По итогам публичных слушаний мы примем рекомендации по законопроекту. Они должны лечь в основу дальнейшей работы законодательной и исполнительной ветвей власти.
Ну и, конечно, по совершенствованию самого бюджетного процесса, укреплению финансовой стабильности республики и республиканского местного бюджета в целом, ну и обеспечению запланированных, конечно, результатов деятельности каждым бюджетополучателем. Одним из таких важных направлений выявление или поиск тех путей, где мы можем еще дополнительно увеличить доходную часть бюджета республики. В 2017 году прогнозируется рост ВРП до 59 миллиардов 300 миллионов рублей. Это на 5,1% рост. А в 2018 году до 62 миллиардов 200 миллионов рублей. Здесь рост на 4,8%. Значительные средства в проекте бюджета планируется направить на поддержку реального сектора экономики. В результате реализации запланированных проектов за счет государственных и частных инвестиций, выхода предприятий за 3-4 года на полную проектную мощность, мы прогнозируем к 2020 году достичь существенного наращивания объемов производства. Слушание бюджета прошло очень хорошо, присутствовало очень много народа, много вопросов было. Бюджет на 2018 год социально ориентированный, мы сегодня это наглядно увидели. Большую работу провело Министерство финансов по сбалансированности бюджета. Есть, конечно, дефицит, но он не настолько большой по сравнению с прошлым годом. В региональном Миннации награждали победителей республиканского конкурса за лучшую журналистскую работу по теме противодействия проявления экстремизма и терроризма. В конкурсе приняли участие 20 представителей региональных СМИ. Работы рассматривались по 3 номинациям: лучший телесюжет, радиосюжет и лучшая статья в печатном издании. В одной из номинаций признаны лучшими работы наших коллег-корреспондентов Мадины Пугоевой, Руслана Албагачеева и начальника креативного отдела Исы Хазботова. Все они получили заслуженные грамоты и подарки из рук министра. Выражаю большую благодарность тот, кто отправил все-таки мой сюжет на этот конкурс. И буду стараться делать лучше свою работу и не останавливаться на достигнутом. Очень приятно, что мою работу оценили. Я считаю, что это маленькая победа, и на этом, мне кажется, не стоит останавливаться, нужно развиваться творчески. Без труда журналиста нам было бы очень тяжело противостоять и тому злу коррупции, и проявлениям экстремизма, терроризма. Мы очень тесно взаимодействуем и в дальнейшем будем вести эту работу, пока мы не искореним это зло проявления экстремизма, терроризма. В Минфине планируют заставить частные клиники обслуживать россиян по медстраховке. Чиновники хотят изменить ситуацию на рынке медицинского страхования введением смешанной системы оплаты, когда в частных медучреждениях 50% погашает страховка. Главная проблема ОМС в том, что госполиклиники, которые получают средства от фондов медицинского страхования, оказывают лишь малую услугу. Это вынуждает пациентов обращаться к частникам, хотя на руках у них имеется страховка. В результате действие полиса ОМС ограничено, потому подавляющее большинство пациентов обращаются в поликлинику за справками и выписками лекарств, но не за лечением. Что же касается частников, то сегодня, если они захотят, могут вступить в систему ОМС и обслуживать граждан по государственному полису. Мы продолжаем рассказывать о реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие республики». Только в Назрановском районе за эти 6 лет были возведены республиканский онкологический диспансер. На строительство и оснащение медучреждения затрачен 1 миллиард рублей. Закуплено 500 единиц новейшего оборудования. Отстроили также долгожданный центр фтизиопульмонологии. В Яндере возвели целый микрорайон для семей вынужденных переселенцев из Чеченской республики. Также ввели детские сады и школы в Кантышеве, Алиюрте, Кажеве и Далакове. Лейла Гайсанова обо всем подробно. Жители Плиева часто жаловались на перебои с водой, а кое-где ее просто не было. Благодаря новым резервуарам проблему удалось решить. Проект финансировала компания «Роснефть». В каждом накопителе, а здесь их 4, по 1000 кубометров воды. Мастера не зря выбрали для бурения именно это место. Здесь одна из самых высоких точек Назрановского района. И глубина скважин составила 250 метров. Вода отсюда подается сразу в несколько сельских поселений Назрановского района. У нас в районе по линии инвестиционной программы «Роснефти» в настоящее время построено 8 накопительных резервуаров.
проложены разводящие сети, значит, обустроены артезианские скважины. Вот в настоящее время мы видим с вами, да, вот два накопителя, которые обеспечивают водой Плиева и по 1000 кубометров. Вот. И вот недалеко до этого мы с вами видели тоже два накопителя, они на Барсуки и на Газиюрт, то есть должны их обеспечивать. По сетям тоже работа проведена, да, то есть и по Плиеву, и по Яндре, и Аль-Юрту, то есть там определенный объем работ сделан в Газиюрте, в том числе тоже. Вот, работа, и в дальнейшем, как мы знаем, планируется второй этап, и по второму этапу тоже запланированы эти виды работы. Вода из этих скважин поступает в Республиканский онкологический диспансер, который открылся по линии федеральной целевой программы. Крупный медицинский объект возвели в Плиево. На строительство и оснащение онкодиспансера затрачено порядка 1 миллиарда рублей. Он состоит из 4 блоков поликлиник на 100 посещений в день, стационара на 100 мест, блоков диагностики и подготовки к операции, а также корпуса лучевой терапии. Для медучреждения закуплено 500 единиц новейшего оборудования, в том числе и линейный ускоритель, аппарат для проведения брахитерапии. Есть возможности обследовать в данном диспансере, в нашем лечебном учреждении полноценно пациента с тем, чтобы определиться, есть у него раковое заболевание или нет. После того, как диагноз установлен, у нас есть возможности лечить пациентов хирургически, лучевым методом, которого вообще не было в Республике Ингушетия. Вот у нас открылась впервые радиологическая служба. И мы можем облучать не только опухоли наружной локализации, кожу, молочную железу, но и другие опухоли, прямая кишка, легкая, предстательная железа и так далее. Рядом красуется еще одно медучреждение – Республиканский центр фтизиопульмонологии. Благодаря созданным здесь условиям почти 85% больных среди первых выявленных удалось вылечить. Это показатель, который по праву гордятся врачи. А ведь раньше многим пациентам приходилось выезжать за пределы республики для получения необходимого лечения. На сегодняшний день у нас эта проблема снята, и всех больных, которые необходимо излечить, которым необходима хирургическая помощь, проводится на месте. Причем она на высоком уровне. Вот именно открытие этого отделения дало возможность повысить эффективность излечения больных туберкулезом. Необходимость в этих объектах назрела давно, и когда запустили новую федеральную целевую программу, они были в приоритете. Надо отметить, что ряд других объектов социального назначения и промышленного назначения в районе построены, впрочем, как и в других городах, районах нашей республики. Безусловно, это имеет большую важность, особенно для нашей республики. Вот именно эти объекты, мы все знаем, большая степень и процент заболеваемости онкологическими заболеваниями у нас имеет место быть. Поэтому, конечно, это удобно, потому что наши люди теперь не нуждаются в иногороднем лечении, то есть могут здесь на месте у нас пройти обследование и лечение. А в Яндере возвели целый микрорайон, куда переселились сотни семей вынужденных переселенцев из Чеченской Республики. По программе вынужденных переселенцев построено 1439 квартир. Из них в Яндере 599, на Зране 840 квартир. В сельском поселении Яндере 597 квартир выдано вынужденным переселенцам Чеченской Республики. Кроме того, эксплуатацию ввели детские сады и школы в разных сельских поселениях района, в том числе Кантышево, Аль-Юрт и Икажево. Эмоции просто зашкаливают. Я благодарна всем, кто участвовал в этом строительстве. Мне очень понравилось. Школа очень красивая, и от нас только зависит учеба, как мы будем учиться, но мы постараемся оправдать надежды нашего директора, зауча, всех педагогов. Порадовала программа и самых маленьких. По району открыли 5 детских садов и 6 школ. Теперь об образовании своих детей родителям не нужно беспокоиться. Лейла Гайсанова, Мухаммед Миржоев, Новости 24. Министерство экономики республики продолжает работу по поддержке малого предпринимательства. Для реализации этого проекта в 2017-м региональное ведомство получило 9 миллионов рублей. На эти средства по указанию главы республики в крупных городах Ингушетии уже открыли 3 филиала Центра молодежного инновационного творчества. Еще один будет запущен до конца года. Параллельно Минэкономики республики запустила Центр поддержки предпринимательства, который уже начал проводить семинары, тренинги и мастер-классы для обучения бизнесменов участию в торгах. В следующем году Министерство экономики планирует реализовать проекты на 30 миллионов рублей, открыть по всей республике ряд центров по поддержке экспорта и народных промыслов, МФЦ для бизнеса, а также Центр инвестиций. Это важное направление именно в социальной сфере, инновации, Центр инноваций в социальную сферу. И, кстати, мы это направление будем развивать совместно с
Ассоциация молодых предпринимателей. Мы уже проводили совещание, у них хороший опыт в этом направлении, и при поддержке федерального центра этот республиканский центр будет создан. День матери входит в российские дома. Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День мам занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. Спасибо за любовь, добро, нежность и заботу. Слова благодарности многодетным матерям выразили в Назрановской районной администрации. Репортаж Рины Цичуевой. Как там дочка? Как там сынок ее? Лишь под утро мама усняла. И это истинная правда, и понять ее может только женщина, подарившая жизнь. В этом зале каждая мама настоящая героиня. Воспитали и поставили на ноги. Одна из них Мариат Матиева, мама 12 детей и бабушка 30 внуков. У нее множество наград: медаль материнства второй степени, звание мать-героиня. Сегодня она, как и все виновницы торжества, принимает поздравления. تاريخ نخبي هاي قمن هاي محكا ناقبة نخبي حجوية تاريخ از اشتغل قاعد تين موجود. Невозможно поспорить с тем, что этот праздник – праздник вечности. Становясь мамой, женщина открывает в себе лучшие качества. Кто-то скажет, любви и заботы на всех детей не хватает. Но Лиза Плеева уверена в обратном. Она тоже многодетная мать, воспитала 8 детей. Женщина признается, самое большое богатство для нее – это дети. خلدر أهتر فتح جيزش نيس خويه يزش قهي قد يجناني قص السوتسدش ما قدتوش ازدقديش. К матери у ингушей всегда было особое отношение. Мы называем ее ласково Нана, боимся обидеть словом или делом. Председатель Назрановского районного совета Муса Костоев отмечает, что ни при каких обстоятельствах наше отношение к самому родному человеку не должно меняться. يا وعدني حنا راعد بغض ولي خشعبي حنا روقا وها ولي جتر بيسي غشدي حنا صما وسقورا وشوش نام بي حنا مسكوريا بي حنا كورغر دي حنا كيسي حقي زي شواي سوايا الارحي شكاچا ياس بي حنا نا يوسك ان حمچالي نو فلو دا سون خاطر دي سون بي حنا حرقوت سون чеймалти ртах маайснан. Мы пригласили мам, которые имеют определенные заслуги перед республикой, перед страной. Это мамы, которые родили и воспитали более 10 детей. В лице администрации Назрановского района поздравить всех мам нашей республики, нашего района, нашей республики, нашей страны с таким хорошим праздником. Мамам сегодня посвящают стихи и песни. И, конечно, приглашенным гостям вручают цветы и подарки. Нет такой профессии и работы быть мамой. Это скорее веление души и признание. Ведь никто из нас не считает количество сваренной каши и не ждет плату за бессонные ночи, проведенные у кроватки. В этот прекрасный день появился еще один повод поздравить дорогих мам с праздником и пожелать им всего самого хорошего. Рина Цичуева, Адам Далаков. Новости 24. Жители второго микрорайона Карабулак обратились к нам на телекомпанию с жалобой на плохое энергоснабжение. Тусклый свет напрягает граждан в основном по вечерам. Кроме того, техника выходит из строя. Куда уже только не обращались, но ответа или намека на решение проблемы так и не последовало. На место выехал наш корреспондент Светлана Томова. Вообще нету напряжения. Мы так учимся все года здесь. С этой проблемой жители улицы Градусова живут не первый год. Большинство коммуникаций они прокладывали за свой счет. Но как быть со слабым напряжением, если вечерами даже при включенной лампе трудно что-то различить? С этим вопросом они обращались в различные инстанции, но пока ответа никто не дает. А ведь за свет и другие коммунальные услуги платят исправно, говорят жители. Это за 2017 год, вот сейчас еще вот на следующей неделе должен оплатить. Регулярно, каждый месяц, как моя мама получает пенсию, она оплачивает свет, газ, воду. Разобраться в этой непростой ситуации выехали представители ОНФ и местной администрации. Чаяния и жалобы жителей здесь, конечно, обоснованы, отмечает комиссия. Сейчас по Мановению Павловичу я вижу, что не он, как представитель энергетики,
ни эта местная власть сегодня взять и выложить нам не смогут. А нам что делать? Нам терпеть Но вот мы надо. берем с них срок, что в 2018 году по срокам они нам распишут, они этот вопрос закроют. Днем напряжение нормальное, но к вечеру, как только включаются отопительные приборы и телевизоры, приходится сидеть в полумраке, делится Туган Евлоев. Горят электрооборудование, вечером не можем ни телевизор посмотреть, ни холодильник включить. Женщины не могут вещи там постирать. Это большие перебои с электроэнергией. Низкое напряжение 120, 130 вольт. Вот. Хозяйки мечтают об элементарном, чтобы стиральная машина отжимала, а утюг отпаривал. Но пока напряжения не хватает даже на освещение комнат. Даже стабилизатор напряжения и тот часто выходит из строя. А возвращаться вечерами после работы домой по разбитой дороге и плохом освещении порой даже не тянет. Холодильник я выключаю, телевизор выключаю, стирку я 3 часа ночью ставлю. Потому что я стирку не могу днем делать, как люди. У нас большая проблема с этим светом. Свет вообще не тянет. В местной администрации отмечают, трансформатор попросту перегружен. Оттого напряжение в дома поступает очень слабое. Впрочем, решить эту проблему обещают уже в новом году. Нужно средства для того, чтобы заменить или установить дополнительно на каждый квартал какие-то трансформаторы, те трансформаторы, которые бы мощность соответствовала на сегодняшний день тем параметрам, которые нужны. Я думаю, что если мы бюджет защитим, утвердим его, мы в первом-втором квартале эту проблему снимем. В ОНФ обещают, что проследят за решением ситуации и будут держать этот вопрос на особом контроле. Ведь самое главное в первую очередь обеспечить жителей всеми необходимыми коммунальными удобствами. Вопрос решения его конкретно мы, конечно, будем держать под контролем. Мы сейчас из мэрии поставили задачу, чтобы они усиленно в этом плане проработали, и чтобы конкретно людям ответили. Много идет из-за того, что нет контакта. Вот идет житель, обратился конкретно, значит, конкретно ему надо отвечать. Вот в таком плане мы, конечно, сами, допустим, Народный фронт не та организация, которая что-то производит, решает, но на контроле и то, что мы добьемся решения этого вопроса, здесь, я думаю, однозначно. Ну а пока жителям второго микрорайона остается ждать и надеяться, что в 2018 году их проблема со слабым напряжением решится в положительную сторону. Светлана Томова, Рамзан Мержоев, Новости 24. В дождь и стужу, несмотря на большие расстояния, она спешит доставить почту. Вот уже 15 лет Радимхан Албакова работает почтальоном в селении Зязиков-Юрт. Нелегкий труд и усердие Радимхан не остались незамеченными. Ее признали лучшим работником и отметили почетные грамоты Малгобекской районной администрации. Мака Келиматова расскажет. Это Ахшавая? Да. Как всегда, Радимхан Албакова старается обойти каждого адресата, вовремя донести квитанции об оплате, письма и пенсию. Высокий профессионализм, пунктуальность и ответственность – отличительные черты почтальона. Ее никогда не привлекала спокойная и тихая работа. Радимхан стремилась трудиться там, где нужно понимание и взаимодействие с людьми. Поэтому в работу на почте сразу окунулась головой, так как коммуникабельности ей не занимать. И уже 15 лет, несмотря на то, что работа нервная, Радимхан радуется каждому новому дню на рабочем месте. Асхада яшын дадыл дез дацыдыл шдат датчос. Егазвен адлу дарым ёкты гячон. Дадыл дез яха дукку гулдан лучылды кядышон. Ханс тахын кезиг датылы жамы дуақы айыр хайдолк. Дукку хайш тахын ацыдылч, қуаны ацыдылч. Уже дуқ хамы ай хайыр. Труд Радимхан отметили в администрации Малгобекского района за достигнутые успехи и добросовестную работу. Ее наградили почетной грамотой и преподнесли ей большой подарок. Радимхан в свою очередь заверяет, что продолжит трудиться на благо республики. Это почтальон, который делает работу за всех тех, кто непосредственно это должен делать, в принципе. То есть за энергетиков, за газовиков, за работников водоканала. Она собирает всю необходимую сумму, все те долги, которые население должно быть там за истекший период. Она собирает всю ту необходимую сумму для того, чтобы сельское поселение оно находилось в числе передовых по показателям, по сборам платежей за коммунальные услуги. Возможно, это первая награда на ее счету, но все коллеги и знакомые уверены, что далеко не последняя. А для самой Радимхан это в первую очередь большой стимул заниматься любимым делом. Мака Келиматова, Рахман Суров, Новости 24.
Еще несколько минут продлится перерыв, ну а затем вновь прямая трансляция М1 Челлендж «Битва нартов». Хорошего просмотра.